Так, я в эфире, да? Ассаламу алейкум, добрый день, приветствую всех. С вами снова я, Арцуев Аслан, канал Реалити. Сегодня 27 марта 2022 года, 18 часов 2 минуты по Берлину. Приветствую вас, друзья. И сегодня мы обсудим очень важную тему, которую, в принципе, мы ожидали. Контрнаступление украинской армии против фашистов и оккупантов. Оно уже началось несколько дней назад, но вот сегодня началось контрнаступление уже широкомасштабно, по всем фронтам, по всем направлениям, скажем так. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, патриот, Машвойль. Приветствую вас, друзья. Так, друзья, заходите, распространяйте наш стрим в своих социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь, и да сопутствует нам удача. Почему флаг Америки у вас? Потому что я уважаю и люблю Америку. Достаточно? Слава Украине, героям слава. Снова фашисты несут потери. Много захваченных в плен, и я бы хотел тоже сообщить одну очень важную вещь. Если меня смотрят бойцы украинской армии, ну и другие люди, которые защищают Украину, ребята, я видел одно видео, не буду его сейчас пересказывать, оно немножко нарушает, оно нарушает права человека на этом видео. Я не знаю, кто это были. Это была постановка русских или это были наши украинцы, но там нарушение прав человека. Поэтому сейчас будет наступление, и сейчас будет большое количество взятых в плен фашистов. И я понимаю, что у украинцев большие потери среди мирного населения, потери среди воинов, солдат. Люди взвинчены, в состоянии аффекта находятся. Но учитывайте, вы цивилизованная европейская армия. И вы стремитесь в НАТО, в Европу. Преступления, которые совершаются над пленными, военнопленными, они не имеют срока давности. Это военные преступления. Поэтому я прошу всех, чтобы как бы не было на душе, не переходить грань дозволенного. Их будет очень много пленных. Уже строятся или уже построены лагеря для военнопленных. Перелом уже вот в эти дни, сегодняшнего дня уже активно осуществляется. Даст Бог, будет победа, даст Бог, все будет отлично. Ну вот, имейте в виду, друзья, эти преступления против военнопленных не имеют срока давности. Ребят, мы цивилизованные люди, мы не они. Поэтому еще раз очень сильно прошу, ни в коем случае. Так, ассаламу алейкум, аслам машвойло. Ва алейкум ассалам машвойло. Всем салам, салют, слава Украине, героям слава. В плен берут не всех. Но сейчас не будем это обсуждать здесь. Люди, которые сдаются в плен, их, конечно, нельзя расстреливать. Кто бы это ни был, какие бы это ни были головорезы, таков закон, ребят, друзья. Мы все знаем, что нужно соблюдать это. Это дискредитирует всю Украину, все сопротивление. Вот о чем речь. Это очень важно. Это очень-очень важно. Это в истории останется Украины. Это национально-освободительная война украинского народа, которая была проведена гуманным, цивилизованным способом. И у нас есть все возможности, чтобы проводить гуманно вот эти операции. Поэтому вот такие вот дела, друзья. Поэтому будьте очень корректны, аккуратны. Этот стрим я также выложу у себя на YouTube. Тоже потом можно будет посмотреть. Напоминаю еще раз, мой канал, вот этот канал Reality HRCI, он на волоске висит, меня постоянно пытаются забанить, поэтому есть у меня другой канал,
Называется Аслан Арцуев. Меня так зовут. Переходите, подписывайтесь. Также есть на YouTube такой же канал с таким же названием, реалити HRCI. Просто реалити Аслан Арцуев наберете, и можно будет подписаться. И там тоже сейчас с Ютубом проблемы в России, могут забанить. Поэтому вот такие вот дела. Поэтому подписывайтесь, распространяйте, ставьте лайки, друзья. И задавайте ваши вопросы. Я буду отвечать на них. И еще, если кто-то здесь из вот этих подрусских, из оккупантов, из подпутинских, если кто-то тут есть, если вы готовы, не переходя на мат, общаться, можете заходить и давайте вы приведете свои доводы, я приведу свои. И пускай народ нас рассудит, кто из нас прав, а кто нет. Так, читаю ваши комментарии, друзья. Так, чем больше лайков, тем больше зрителей сообщается. Друзья, не скупитесь на лайки, ставьте, распространяйте правду. Неужели мы увидим развал Мордора и Вильну Ичкерию от Украины? Да, абсолютно верно, абсолютно. Развал Мордора, я еще раз вам сообщаю, друзья, он уже состоялся. Это уже неизбежный факт, который уже свершился. Когда разваливался, я постоянно привожу этот пример, когда разваливался СССР, в Афганистане еще шла война. СССР уже не существовало. Это 2-3 года это протянулось, и после этого Советский Союз перестал существовать. Сейчас же время идет быстрее, события развиваются стремительно, и фактически Российской Федерации уже не существует. В том виде, в котором мы ее видели, знали, последние 30 лет она была, ее уже не существует, этой Российской Федерации. Это большой процесс, это долгий процесс, тоже нужно учитывать. На месте нынешней Российской Федерации образуется несколько государств. В том числе, конечно, Чеченская Республика Ичкерия будет вильной и независимой. И будем преследовать всех преступников, которые совершали преступления против нас по всему миру без срока давности. Дай Аллах, дай Бог, дай Бог. На нас напали с утра без предупреждения. Мы не обязаны никого брать в плен. Друзья, одну минутку, я на одну минутку отлучусь. Так, друзья, извиняюсь, я должен был отключиться. Так, на нас напали с утра без предупреждения. Мы не обязаны никого брать в плен. Дорогой друг, если люди сдаются, вы не имеете права в соответствии с правилами и обычаями ведения войны, которые закреплены в международном праве, вы не имеете права. Я все понимаю, я видел это все своими глазами много-много раз. Как это все происходит, как люди бывают в гневе и не могут потерять друзей, своих побратимых. Это невероятная большая трудность. Психологически это сложно преодолеть, но, опять же, есть правила. И тем самым, если эти правила не соблюдать, то произойдет дискредитация всей Украины, всей армии. Вот о чем речь. Но вы как солдаты, еще более того, обязаны соблюдать. Вы не какие-то разрозненные какие-то бандформирования, а солдаты Великой Украины. Соответственно, вот так вы и должны себя вести. Нападать, конечно, не будут. Привет, Испании. Испании, слава Украине. Героям слава. Неволя Волар Кочер долж. Дума Серга. Диневол. Сюк бова Волар Кочер. Со диня ватсам це бова.
tisha me do tag. I hubog do akitwi. So dini awat sük dini ulbog do hubog do. Ho dini awboga. Солач о din doish din dish. Дейла тишься губова. Она сюда хубо. Брат, карусель надо делать, чтобы люди поднялись. Не понял я. Так, Мария, ошибаешься. Может быть, ассалам алейкум. Из Алматы. Алейкум ассалам, Казахстан. Да, мечты это классно. Слава Украине. Вы можете писать гадости, я все равно буду читать как положено. У нас есть, а у вас в августе пустые полки будут. Абсолютно верно. Россия даже раньше будет. Они уже пустые у них. Не все еще пусто, но скоро будет. Их там нет. Так, звук. Полностью согласен с вами. Дякую. Брат, ты где жил в Грозном? Я жил в Черноречье. В поселке Черноречье. Я жил. Так. Задавайте вопросы, друзья, ставьте лайки, распространяйте наши видео. Ты мне ответишь, Садинир Арулбошек, ты мне ответишь? Ассаламу алейкум, салам машалду, Бельгия. Ва алейкум ассалам, машвой. Бельгия, приветствую. Так, друзья, задавайте ваши комментарии. Так, ну-ка, лайки. Дуже дякую. Дели салам машал. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Чермо. Эслайн. Чермо, и у тебя на аватарке стоит мечеть, я не вижу. Сейчас я, может, увижу. Мечеть, которая во временно оккупированном Джахаре. Всем привет из Днепра. Витаю, Днепр. Приветствую вас, друзья. На футболке Ахтарханов. Нет, на футболке крестный отец Деон. Да, бочермос. Да, яхта из Хиц кида куатти. Россиец моват соуй. Россиец махиллашаш даула долш. Российно ванчонит бинашун. Вайкжо харцуиц нашун. Шайц ину ашлялайтан. Вай қобай эзер сагви нашун цар. Қобай эзер. Козла дайк. Адам вадил нашун цар. Дон Корлеоне. Да, Дон Корлеоне. Слава Україні, волю Ічкері. Дуже дякую. Витаю вас, героям слава. Так что, друзья, хотите вы этого или нет, нравится, не нравится Путин, придется тебе нагибаться в тюрьме за мылом. Так что, друзья, победа Украины, она неизбежна. Вчера Байден очень мощную речь сказал, выделили еще 1 миллиард, ну или это может быть позавчерашний, который был, позавчерашний объявлял, и вчера он об этом сказал. Сказал, что никогда Россия не выиграет у Украины. Никогда. Просто единственное, я так полагаю, идет утилизация российской армии. Вот такая поддержка мира, весь мир. Фактически Путин признан Гитлером. И это значит, что против России, в том числе вооруженными методами, будут воевать все страны НАТО. Это несомненно. Просто им нужно, не применяя ядерное оружие, потихонечку втянуть. Я так полагаю, я могу ошибаться, конечно. Это, конечно, такая жестокая такая тактика, если это так, втянуть русскую армию в эту войну и утилизировать ее.
Поэтому все, кто будут ехать туда воевать, они будут погибать. Они будут утилизированы. Выигрыша у них не будет. Они этого не понимают. Я смотрю разные видео разных кадыровцев, которые там что-то болтают, несут какой-то бред. Это люди, которые не имеют вообще понятия, чем они заняты, что они делают и против кого они стали. Не говоря уже о том, что они воюют против свободных людей, а чеченцу воевать против свободного человека, чтобы его для других и для себя чеченцы никогда не имели рабовладельческого феодального строя. Это все русские сказки про то, что там рабовладельчество и так далее. На самом деле фактически происходит полное уничтожение армии, и эти люди снимают себя на камеру, и я, знаете, кем их представляю, вот этих кадыровцев. Помните, в Ираке, в Масуле, окруженном в этом городе, его методично сносили квартал за кварталом, и там находился ИГИЛ, и там тоже были чеченцы. И эти чеченцы, некоторые, и не только чеченцы, снимали видео, а их окружили иракская армия, там при помощи поддержки американцев, там много чего было. И они снимали видео, и фактически они смертники. Или им сдаться нужно, или же нужно... Нет никакого шанса выстоять. И отступать им некуда, и в этом городе они должны погибнуть. Они там совершали разные акции, но вот в итоге они погибали. Вот я когда смотрю этих кадыровцев, мне вспоминаются те видео, фактически бессмысленно их сопротивление. Они могут убить женщин, они могут убить детей, могут сжечь дома, но как только они встретятся лоб-лоб с силами украинской армии, они будут ликвидированы, уничтожены. Да, они попробуют бежать, у них, в отличие от тех, кто был в Масуле, есть возможность, такая иллюзорная, правда, но есть такая возможность добежать до границы и где-то спрятаться в России. Но на этом не закончится. На этом не закончится. Allah reis хуйлон чермон, да, вдуква уэйло. Рейс хуйл. Так, машаллах, хаска бука из Путина наложнич. Да, да, кстати, Карабах, что там? Ну, я не знаю насчет Карабаха, если честно. Говорят, там что-то тоже заварушка началась. Путин будет применять все. На кону стоит жизнь Путина. Это это самое ценное, что есть в этой России. Самое 100, ну их не 140 миллионов, 90 миллионов россиянцев Путин бросит в огонь, чтобы хотя бы один день прожить дольше. Без сомнения, этот человек за свою жизнь просто трясется. Для него она самая большая ценность. Человеку 70 лет. Но он может еще 20 лет прожить. Это хорошая медицина. И 30 может прожить. Хорошая медицина там, и так далее, и так далее. Питание хорошее. При этом мы это должны понимать. Да? И его задача остаться в живых. Вот исходите, когда вы что-то представляете, их действия, исходите из этой главной, просто самом важном факторе, который будет вынуждать его толкать этих людей на смерть. Чем больше русских погибнет, чем больше россиянцев погибнет, тем для Путина лучше. Он сможет предстать перед своим народом. Это русский менталитет. Чем больше крови, тем круче их правитель, что его нужно бояться, он такой сильный. Поэтому вот это мясо, оно будет посылаться. Это тоже мы должны понимать. Без сомнения, в огромном количестве. Как ты думаешь, заберут Киев? Нет, абсолютно. Киев не заберут, потому что я об этом говорил в своем прошлом стриме. Киев это будет ад. Ад на земле для оккупантов. Без сомнения. В Киеве готово все просто. И еще накачивается. Я все детали не буду говорить. Я знаю, что там есть тысячи чеченцев,
только лишь чеченцев, которые со всей Европы, со всего мира приехали туда. А к кадыровцам и тем подрусским, которые сейчас, ингуши, дагестанцы, все кавказцы, мне за вас больше всего стыдно. Вы просто позор всего Кавказа. Нисколько вы не опозоритесь больше, если вы перейдете на сторону Украины. Наоборот, вы сохраните свою честь, свою жизнь, если вы перейдете на сторону Украины. Есть абсолютно легальные способы дойти. Вам еще заплатят денег, если вы технику с собой приведете. Вам предоставят политическое убежище, помогут вам вывести ваши семьи из России, где бы они, в каком бы регионе они там ни находились. Обращаюсь к вам, не делайте этого, не гибните. Эта война не имеет никакого смысла, кроме величия Путина и продления его жизни. А он все равно сдохнет. Все равно этот ублюдок будет гнить в могиле. Нету никого, кто жил вечно. Поэтому еще раз рекомендую подумать. А Киев они никогда в жизни не... От Киева уже контрнаступление пошло ведь. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, 50 или 70 километров наши отбили в одном направлении. Там, ну, все отлично. Украинская армия работает как швейцарские часы. Доброго вечора, як справи? Доброго, дуже дякую, все хорошо. Что знаете о русском менталитете? Вы даже не славянин. Катарина, не нужно быть славянином. Можно быть славянином и не знать русский менталитет. А можно быть чеченцем, вырасти среди русских и знать этот менталитет очень хорошо. Особенно, когда ты наблюдаешь его со стороны. Также лучше понимаешь устройство данной общины. Асан Саваш, почему ты поддерживаешь политику американцев? Я поддерживаю американцев в первую очередь потому, что я прошу у них помощи для чеченцев. У меня много друзей появилось американцев, и я с многими общаюсь, дружу, и я вижу, какие это искренние, открытые люди. Я уважаю Америку, потому что Америка имеет тоже ту же основу, которую имеем мы, чеченцы, и украинцы тоже, как выяснилось. Это стремление к свободе. Американцы, у них свобода, это основополагающий фактор их жизнеустройства. По-своему они возводят это в ранг такого величия, само понятие свободы. Они устанавливают памятники, огромные памятники свободы, они борются за свободу. И мы, чеченцы, именно в этом месте, в этом контексте очень подходим друг к другу с американцами. И я хочу найти точки соприкосновения, с которыми мы, чеченцы, сможем благодаря Америке обеспечить себе безопасность, технологии, финансы, банковскую систему. Конечно, никто не будет делать это только лишь потому, что мы чеченцы, и вот, пожалуйста, и работать на нас. Нет, будет их заинтересованность какая-то. Но я, как представитель народа, который пережил геноцид, хочу, чтобы американцы в этом плане нам помогли. И американцы – это та нация, то государство США, которых как огня, даже, скажем так, как чеченцев, боятся русские. Теперь они, конечно, начали бояться и украинцев. Они еще пока при пропаганде пребывают и не до конца понимают, но тот, кто на фронте из русских фашистов, они уже поставили украинцев с нами в один ряд. Вот поэтому я поддерживаю Америку, поэтому я хочу, чтобы Америка стала ведущей страной, она ей является. Но вот фашистская Россия, наш многовековой враг, теперь враг Соединенных Штатов. И это очень хорошо, очень хорошо. Я за то, чтобы Америка уничтожила фашистскую Россию. Вот поэтому я их поддерживаю.
Не все поддерживаю. Я и осуждаю, и говорю, опять же, чтобы было понятно ситуацию. При всем при том, что я как проситель, опять же, будучи чеченцем и человеком, который хочет справедливости в этом мире и для чеченского народа, когда американцы совершают какие-нибудь неправомерные действия, иногда это происходит, я их осуждаю и буду осуждать. И я чеченцев буду осуждать, и украинцев буду осуждать, если они будут совершать противоправные действия, какие-нибудь, которые выходят за рамки. Ну, конечно же, по-свойски, как своих. Но при всем при этом мы должны соответствовать стандарту международного права и в этом направлении двигаться. Так, Кадыров продал своего отца. Да, скорее всего, именно так и было. Кадырова старшего взорвали те же русские. Батальон имени шейха Мансура и батальон имени Джахара Дудаева успешно воюют за Украину еще с 2014 года. Абсолютно верно. Насчет Шойгу что думаешь? Ничего не думаю. Я считаю его ублюдком, военным преступником, КГБшником, который взрывал дома, вернее, заметал следы после того, как Патрушев взрывал дома, он тогда возглавлял МЧС, такой матерый убийца и преступник Шойгу, которого ждет, ну, как минимум, скамья подсудимых в Гааге, ну, или же ликвидация при задержании. Так, Ичкерия, так сказать, ради чего, или кроме как говорить, вы что-нибудь другое умеете делать, блогеры? Соломон, конечно умею, конечно. Я адвокат вообще-то по профессии. Чтобы на место своего отца, так это не мне, ты чем занят, так, чеченцы были, есть и будут. Да, Алмула, враг моего врага, мой друг. Абсолютно верно. Расскажи про Шойгу, говорят, он в бегах. Я не думаю, что он в бегах, я не знаю, что там происходит. Ну, знаете, это такая излюбленная тактика, когда ведущие боевые действия одной из сторон пропадают из поля зрения, другая сторона, она заявляет, что его убили, что он похищен, что он сбежал, там еще что-то, еще что-то. А той стороне, которая ведет войну, им всегда нужно выезжать куда-то, на фронт выезжать, встречаться, проводить какие-то там свои встречи и так далее. И он не может все время находиться на камеру. Есть какое-то правило безопасности, правило конспирации. И когда человек пропадает, понимая, что они что-то там мутят, да, готовят, другая сторона заявляет, он сбежал, он погиб. Вот мне кажется, это из этой серии. Потому что это очень часто происходит. И про Зеленского это говорили, чтобы он там выходил на связь там, и так далее, и так далее. Зеленский сейчас 3 дня или неделю не выйдет на связь. То же самое будут говорить и про Зеленского. Ну вот так всегда делается, тоже было и по отношению наших президентов, наших лидеров, там, наших командиров, которые пропадали со связи, они говорили, вот погиб, убили, чтобы он объявился. Это такая пропагандистская работа военных. Так, расскажи про Шойгу, говорят, так, это я уже читал. Так, друзья, ставьте лайки, распространяйте наши видео. Вот уже 7700 лайков поставили. Отлично. Так, нам заходят новые люди. Приветствую всех, кто зашел. Задавайте ваши вопросы. И пообщаемся. Знаете, нужно готовиться к ситуации пост Российской Федерации. Пост вот этой фашистской империи. Конечно, готовится, у вас есть свое правительство, это я обращаюсь к украинцам, свой президент, поэтому вот такие вот дела. Нужно и нам, чеченцам, тоже к этому готовиться. Мы готовимся, нужно больше это делать. Ты не ответил. Что я не ответил? Чеченцы были, есть и будут, я не ответил. Сейчас я посмотрю. Я вроде тебе ответил. Асан Саваш, почему ты поддерживаешь политику американцев? Я же тебе ответил. По-моему, я так развернуто давно не отвечал. Про Чубайса расскажи. Интервал, что на ты? Ця проблема. Про Чубайса. Чубайс тоже старый, матерый агент.
Я так полагаю, агент Запада, не знаю кого, Америки, Великобритании, кого он там был, раз он сбежал. Или же он был агентом российских спецслужб и решил просто сбежать. Также сбежал и Дворкович, там еще помельче люди сбежали, это только самые известные. А, Не знаю больше ничего, знаю, что этот преступник, что этот соучастник геноцида чеченского народа, а, чей бы агент он не был. Я буду говорить так, как есть. Чубайс во время активной фазы геноцида сказал, что тот, кто выступает против войны в Чечне, тот враг и предатель. И в Чечне возрождается российская армия. Может быть, он имел в виду, ну, чтобы себя обезопасить, как-то он это сказал, да, находясь внутри этой системы, ты не можешь заступаться за чеченцев. Может быть, поэтому. Поэтому, ну, так он сказал. Это я все прекрасно помню. Поэтому соответствующее у меня к нему отношение. Так, человек хапуга, казнократ, который всегда присосался, и его брат такой же, и брат имперец, матерый, вот этот, который раньше у сотника там бывал. Ну вот, семейка такая русских имперцев. Так, говорят, Чубайса видели на банкомате в Турции. Да, я видел эту фотографию, которую раскидывали. Чубайс вроде же был министром энергетики. Он возглавлял Роснано, российские технологии, нанотехнологии он возглавлял. Ничего так они не изобрели, но денег много отмыли. Салам алейкум, королева. Ва алейкум ассалам. Пользователь Ислам подписался на ведущую. Дуже дякую, Ислам. Сколько людей Кадырова в Чечне? Ну, смотрите, это такая система. Там 20 тысяч говорят, 70 тысяч говорят, это все бюджетники, которые там у них там работают. В Чеченской Республике, чтобы вы понимали, нету никакого производства, нету ничего для того, чтобы республика развивалась. В Чечне построили мечети, 1300 или 1400 мечетей, 1400 штук мечетей построено в Чеченской Республике. И спортзалы, везде спортзалы. То есть мозги занимают религией, именно то, что они говорят, как они ее видят, и одновременно ты можешь тренироваться. Вот у тебя борода, спорт, и потом, когда нужно, голова твоя ими занята, весь твой мозг промыт, дается автомат, и все, давай иди. Ему не объясняют, ему объясняют, что это джихад, что это священная война и так далее, и так далее. Но сейчас чеченцы быстро чеченцы вообще ориентируются, быстро все схватывают. И сейчас уже многие поняли. Слава богу, информационно мы побеждаем полностью. Это просто мы побеждаем и на поле боя, и побеждаем информационно. В этом плане Россия бита по всем фронтам. И из-за того, что нет рабочих мест, нету места работать, развиваться, обеспечивать семью, молодые люди уходят идут в эти правоохранительные органы или правоохранительные органы. Ну и это гарантия безопасности твоей семьи, если ты являешься каким-нибудь сотрудником, что к тебе будут относиться не так, там, не попадешь под эти жернова. Я это не одобряю. Все, кто туда когда-то собирался идти, что-то делать, я всегда отговаривал, всегда упрекал знакомых, родственников, других, третьих. Ну, люди, каждый выбирает свою дорогу, свой путь. Это их дело. Но в любом случае за это теперь им придется отвечать в свободной Ичкерии. Да? Они будут подвержены люстрации. Сколько их, вы спросили? Может быть 20 тысяч, может быть 70 тысяч. Но я вас уверяю, что подавляющее большинство из них ненавидят Россию. Они хотят жить отдельно от России. Даже вот эти люди, которые там находятся.
Они находятся вынужденно там. Поэтому вот такая вот ситуация. Нам говорят, там кадыровцы пришли воевать. Друзья, 200, около 200 тысяч войск было сконцентрировано по периметру вокруг границы Украины. Из них 500 человек наберется этих Кадыркиных. Не выделяйте, люди добрые, не выделяйте отдельную этническую группу. Мы никогда не выделяли, мы тоже воевали 27 лет. С 1994 года мы находимся в состоянии войны. 28 лет мы фактически получается. За эти 28 лет мы не выделяли никого этнически из этой войны. Против нас воевала Россия, Российская империя. Мы не выделяли, потому что это правда не стоит выделять, да, это нелогично. А во-вторых, это унижает наше собственное достоинство. Пускай это будет ядерная большая держава, что правда, чем мы скажем, что это против нас дагестанцы. Против нас реально очень много воевало дагестанцев. Один из самых жестоких генералов, который был убит у нас в Чечне, это был дагестанец. Мы пошли помогать дагестанцам, и они из этого делали повод, чтобы помочь. Мы пошли спасать женщин и детей, наши добровольцы. И сделали. И несмотря на это, Дагестан, вся Ханкала забита дагестанскими контрактниками. Мы их не выделяем, что вот вы дагестанцы, вот вы такие. Конечно, мы им напомним в свое время. Каждому, кто проходил службу в нашей стране, в оккупационных войсках. Обязательно всем припомним. Каждому, ингуша это будет, чеченец это будет, дагестанец это будет, нам не имеет значения. Но сегодня мы не говорим, пока идет война, что это отдельные дагестанцы. Нет, не нужно идти на поводу русской пропаганды. Украина сражается за свою историю, за свой уклад жизни, за свою свободу, против многовекового своего врага, России. Да, среди украинцев есть русские, которые воюют против этой фашистской России. Честь и хвала таким людям. Белорусы есть, чеченцы есть, другие есть. Но нам показывают Кадырова. Вот, Кадыров. Это для внутреннего рынка они делают, для внутреннего вот этого потребления. И, конечно же, пытаются запугать. Сейчас уже их никто не боится. Сейчас уже все, посмеялись, вы объяснили, кто они такие. Все, на этом нужно заканчивать. Не нужно акцентировать на этом внимание. Ведь пройдет время, а в интернете все это останется, и получится, что Украина воевала против маленькой Чечении. Но это же не так. 500 человек, 1000 чеченцев, там, кадыровцев, там никакой роли не играют. Никакой они роли не играют. Это они и воевать не умеют. У них никакой мотивации нет. Нельзя мотивироваться на пути Ахмада Кадырова. Путь Ахмада Кадырова, который они говорят, это путь предателя, предавшего своего друга Аслана Масхадова, своего президента Аслана Масхадова, который рядом с ним находился. Путь Ахмада. И это не мотиватор. Не может так быть. Украинцы должны доминировать. Они доминируют уже. Они показывают, что они доминанты в этой войне. И это слава Богу. Они хотели быть доминантами. Они хотели вот этими кадыровцами сломить дух украинцев, испугать. Но это не так. За Украину воюют настоящие, чистые, свободные чеченцы, которые мотивированы очень сильно. Это не нужно выделять какие-то Кадыровы, Мудыровы, там, буряты, еще кто-то. Осетины начали там, вот это с Южной Осетии начали разные эти мерзавцы тоже обижаться, что вот Кадыровых говорят, а о них не говорят, тоже начали свои флаги там поднимать, что-то делать. Потому что, видимо, кадыровская пропаганда не работает, уже не справляется, пошли эти. Они же только с позволения могут эти видео выкладывать. Им говорят, да, можно снимать, выкладывать. Потому что, это война. Поэтому вот такая вот ситуация. И сам Унаев отдал свою жизнь, защищая Украину. Абсолютно верно. И Амина наша, и ваша она была. Она тоже отдала свою жизнь. Так, давайте
Перемотай. Аслан, ты чисто грозненский. Да, чисто родился, вырос. Салам. Салам пополам. Так. А Кадыров трус. Может только видео где-то у себя дома записывать женской обуви, Дон. Да, да. На смех надо их поднимать. На смех. И главное, знаете, кто самый главный? Это Путин, Патрушев, Герасимов. Вот главный, на кого нужно акцент. Вот они должны объявляться военными представителями. А это остальное шушера. Она никто. Вот они взяли русских к себе в армию. Завтра придет другая сила, они перейдут в эту армию, если их возьмут туда. Это вот такие люди, это никто. На них обращать внимание, это унижаться, понижать уровень того дела, которое вы делаете. Украина делает сегодня величайшее историческое дело. Без сомнения, мир весь меняется. И все началось с Чеченской Республики. Потому что персоналии те же, методы те же. И войну вот эту начал тот же он. Мне, как обычно, звонят, я сейчас с телефона просто зашел. Поэтому вот такие вот дела. Может, недолго буду. Нужно. Еще сегодня будет стрим на Ютубе. Собираюсь провести. Кстати говоря, друзья, тоже на канале Реалити. Заходите, посмотрим. Так, насмешил я кого-то. Так, извините. Так, тут зашла какая-то подрусская скотина. Сейчас как она убирается, эта скотина. Так. Блок. Мат, оскорбление. Сразу блок, запомни. Подрусская. Честь и хвала Зеленскому. Украина это сила. Я сказал, что я буду вот так читать. Так что честь и хвала Зеленскому. Иди воюй. А я чем сейчас занят? Бандера крут. Очень знакомый, сам знаешь. Мы знали своих городских, не в обиду никому. Мы знали своих, сам знаешь. Вашац, Америкс, Бусалбнах, Аллах Цабина. Бусалбнах. Хацабина Халлак. Арбош бени Бусалбнах Аллах. Ху логики адючун. Бусалбнах Аллах бени. Ну, Бусалбнах, темш бина. Саддам Хусейн. Халвали Тархцер, Цунабай Андер. Ниса Уалитер. Военные преступники Уалдер. Бусалбнах Цабая Бусалбнах. Бусалбнах бой Шбацтан Гордина Бусалбнах. Мне перед друзьями бывает стыдно, когда Кадыров что-то рассказывает. Да, не обращай внимания. Ичкерия сила, абсолютно. Яки годный стрим. Слава Украине. В Яки годинный стрим. 8 часов будет. Слава Украине, слава Чечне. Героям слава. 8 часов, то есть через час 15 минут будет. Ну, с оружием иди воюй. Почему? Ну, а я разве не с оружием? Дружище, ваша фашистская Россия правды боится больше пуль. А я про нее знаю очень много. Если не сказать все про ваши вот эти варварские преступные деяния, которые я разоблачаю. Поверь мне, это намного полезнее. Ну и плюс я пацифист, я против войны и как гуманист против насилия. Так, ну с оружием иди воюй. Так, это я уже читал. Где ты учился в Грозном? Ну, это не имеет значения. Расскажите. Что вам рассказать, Диби? Есть такой смелый, говорят тебе, приезжай в Украину, ждем тебя. Нет проблем, Чермо. Да, Чермо. Про Россию. Ну, что конкретно вам рассказать? Про население России. Вы мне конкретно что? Слишком обширно это будет. Если так что-то про Россию говорить. Так. Родной, так и пацифисты бывают, нацисты. Ну, если я нацист, ну, хорошо. И исламистом был, террористом был, теперь нацистом побуду. Что вам, зверям бешеным, клички людям
свободным давать, их расчеловечивать, чтобы потом убивать, это ваше привычное дело. Русские фашисты, перед тем, как убить какую-то нацию, уничтожать эту нацию, они сперва их расчеловечивают для своих солдат, для окружающего мира, ну, самым подлым варварским способом. Они могут, сами переодеваясь в форму, совершать разные такие деяния против своих же. И один очень показательный пример для русских фашистов я могу привести. В 1999 году ваш русский националист, патриот Путин вместе с другим русским националистом, патриотом Патрушевым взорвали ваших русских женщин и детей в своих же собственных домах в 1999 году. И вы все это схавали. И до сих пор хаваете, довольны сидят. На месте тех русских могли оказаться вы, патриоты. В этом доме, может, тоже проживали патриоты, очень любящие Путина, голосовавшие там, ну или тогда он еще не был избран, но которые в этом направлении, в имперском направлении думали, скажем так. Но так сложилось, что Путин решил сделать Россию великой. Ему нужно было забрать 307 человеческих жизней, русских. Затем обвинить в этом нас и напасть. Кто из нас нацист? А когда на нас напали, и до того, как напали, если вы помните, чеченский след, молодые не помнят, но чуть постарше помнят. Чеченский след, чеченский террорист, чеченский бандит. Все новости, все газеты, все радио только об этом и трубили. Днем и ночью. Я это все обычно, каждый день это слышал. Почему русские боятся чеченцев? Потому что тогда запугивали их вот этим способом. Просто потом эти чеченцы, которых очень сильно боятся, перешли как бы на сторону Путина, и теперь как бы Путин их всех контролирует. И вот эта страшная сила чеченцев, то есть 3, 4, 5 тысяч хорошо мотивированных чеченских бойцов, которые сражались и по большей части погибли эти люди. Их имя, их слава, их мужество распространялось, конечно же, на весь народ, как сейчас в Украине, не все украинцы воюют. Вот так же это распространялось и на чеченцев. И чеченцы поддерживали, помогали, любили своих защитников. Все это было. Но когда произошла оккупация, и эти люди в основном погибли, Путин как бы показал, что он взял вот этих боевиков, а это были некоторые, среди Кадырова очень много тех, кто раньше был на нашей стороне, перешел на сторону русских. И получалось, что вот эти люди теперь мои, и теперь все бойтесь. Для запугивания генералитета Кадыров исполняет роль попа, путинское охранное предприятие. Он их охраняет не как для безопасности, хотя и люди тоже для безопасности там среди его охраны присутствуют. В основном, конечно, русские. Он Кадырова, роль Кадырова и охранять его от генералитета военного в первую очередь и от ФСБ. Вот в чем задача, в чем функции, которые выполняет вот эта страшная чеченская армия, так называемая, конечно, чеченская армия. Но эта армия, ну там есть, конечно, и люди, которые там достойно прошли войну, были ранены и попали таким образом в плен. Такие тоже среди кадыровцев есть. Но по большому счету эти люди, которые добровольно сложили оружие, перешли на сторону Кадырова Ахмада, там, а потом уже и после его гибели там, Рамзана. И вот таким способом Путин удерживает власть. Да? Есть такое правило верной сотни или верная тысяча, как не помню, это называется, 1000, по-моему, человек. Если у тебя есть 100% готовы умереть 1000 человек, и ты у власти, то никто эту власть у тебя забрать не может. Да, ты этими 1000 ты как бы и власть, и эти 1000 верны тебе. Потому что когда тебя пытаются свергнуть, то кто-то из окружения тебя предает. И для этого тебе нужны вот верные. Вот эти кадыровцы, они верные. Поэтому Кадыров постоянно говорит, я самый верный Путину, я самый верный Путину. Он доказывает, успокаивает тем самым Путина и окружению говорит, что бы ни случилось, я буду заступаться за Путина и буду сражаться за него. Вот его задача. Это обычные каратели. Они воевать не умеют. Они не приспособлены к бомбежкам, особенно вот сейчас, которые в Украину поехали.
Они умеют только окружить дом. В этом доме, если находится один-два человека с пистолетами, максимум с автоматами, вот этот дом просто снести БТРами, танком, расстрелять, уничтожить. К ним дроны не прилетают, к ним артиллерия по ним не бьет. И спокойно, методично, окружив дом, два человека без бронежилетов, уповающие только на Аллаха, имеющие там 3-4 рожка патронов, этих людей они убивали. Много убивали, много. Это каратели. Кого брали в плен, пытали. Это жестокие люди. Вот первые лица, которые мы видим, там много есть левых пассажиров. Знаете еще, что они делают? Я вам расскажу один секрет. И об этом надо будет подробно рассказывать. Когда для того, чтобы вот меня человек сбил сейчас мысли, говорит, почему ты молчал, когда убивали в Сирии и Ливии. Я не молчал, во-первых. Ты можешь посмотреть у меня на YouTube-канале, в Фейсбуке. Я всегда говорил об этом. И сейчас не молчу. А тебе не нравится, что я сейчас заговорил? Ну так вот, все, тебе я ответил. Возвращаясь к той мысли. Чеченской Республике ко всем, у кого есть молодые люди, в семье от 18 лет молодые мужчины, приходили участковые еще до начала или в самом начале русско-украинской войны и говорили, что вот Рамадан сейчас начинается, и вам будут давать подарки на Рамадан. Подпишите. Люди у нас доверчивые, неграмотные, берут и подписывают, им подсовывают бумагу, что вот там какая-то администрация, там что-то там будет, ну типа подарки будут. Человек подписывает. Эти подписи собираются и отправляются Кадырову Рамзану, и потом в Москву, что вот все, это 100% факт, 100%. У меня есть свидетели этому. И таким образом они, во-первых, подписывают, что они готовы принять участие в войне, люди не понимают, потом там от них дополнительно, видимо, дописывают что-то там, еще что-то делают, но их подпись там уже стоит. Я обращаюсь к чеченцам, которые в Чечне. Не давайте себя так обманывать. Не давайте себя так обманывать. Ну, будьте благоразумны, думайте перед тем, как что-то подписать. Вы находитесь в оккупации, эти люди враги. Они что угодно нам подсунут. Так, давайте я почитаю ваши комментарии. Как ты думаешь, еще будут санкции? Да, абсолютно они будут, они уже готовятся. Санкции будут ровно до тех пор, пока Россия не покинет Крым, Луганск, Донецк, Луганскую, Донецкую область, Чеченскую республику Ичкерия и свой ядерный потенциал не передаст полностью под контроль международному сообществу. До тех пор санкции с русских снимать не будут. Это, вероятно, на годы затянется. Потому что, я еще раз говорю, самое главное в этой истории, это жизнь вот этого ублюдка из бункера. И он будет всячески пытаться продлить эту свою жизнь. И у него есть вот эта верная сотня, тысяча вот этих, которые его там, и там Росгвардия, и другие люди, которые с ним есть, которые повязаны с ним кровью, которые будут до конца сидеть в своем бункере и отдавать приказы. Но есть одна надежда на российскую армию. Вот она когда-то имела влияние во властных структурах Советского Союза. С приходом Андропова это все было потеряно. Андропов полностью власть под себя подмял, под КГБ. И после этого военные фактически никакой роли не. Они там полностью, как за бесплатное приложение к Мурзилке. Эти люди могли бы что-то сделать. И эти 1000 верных кадыровцев там, и других третьих, и с ними вопрос они бы смогли бы решить при желании.
Но посмотрим, что будет. Больше никто не может. Никакие русские оппозиционеры. Вообще, я хотел бы призвать русских оппозиционеров, Ходорковского, другого, третьего, Каспарова, их поехать воевать. Ваша страна напала на Украину, поэтому вы обязаны поехать и сражаться, раз вы против своей вот этой банд-армии, поехать и сражаться против вот этой фашистской России. И отвоевывать себе страну, в конце концов. Ну вот как раз Ходорковский же хотел с оружием пойти воевать на Кавказ, убивать чеченцев. Ну вот, поедет теперь, убивает. Сидел, потом плакал, что вот он там переживает, что Украина. Это лицемерная тварь. Лицемернейшая тварь. Комсомолец, КГБшник. Да, у него деньги забрали только потому, что он выкаблучивался и попробовал там дерзануть. Его поставили быстро на место и не грохнули. Не был бы КГБшником, грохнули бы. И потом отправили, давай, веди дальше свою борьбу, ты будешь там на Западе нам нужен. Отправили его сюда. Так, давайте читаю комментарии. Какие санкции могут заставить Россию покинуть Украину? Санкции ее не могут заставить покинуть. Ее могут покинуть, заставить только лишь силой, вооруженным путем. Ахмад Могила. Так. Кто в бункере? Ты что видишь, что тебе пишет? Ты что не видишь? Сейчас я, подожди, я не читал. Когда я отвлекаюсь на вас, у меня происходит сбой. И мне поэтому нужно... Кадыровцы мародерят в Украине, вперед пускают срочника, а когда те бегут, стреляют в них. Стреляют не только кадыровцы, и стреляют всегда в нашей русско-чеченской войне. Фашисты расстреливали. Я своими глазами видел, как русские отступали, и русские, которые из заградотрядов, стреляли в них. Своими собственными глазами видел. И неоднократно это подтверждали другие люди. Говорите, мы вас слушаем. Говорю. Так. Астрехт. Какие санкции могут заставить? Так, это я уже читал. Как? Ты что, не видишь, что тебе питает? Кто был? Иншаллах, Ахмад Могила. Давай, брат, Балет и Керсна, Гоуши, Карах, что ты заступаешься за них? Гетто. Ты, наверное, не понимаешь, что происходит. Да? Ты не хочешь, наверное, свободы своей страны, стране своей не хочешь свободы. Наверное, поэтому ты такое говоришь. Ты или же очень мало образован, или же ты работаешь на врага. И то вредит нашему делу. Так. Раз только знаешь, как образовалась Америка. Ну, давайте сейчас я не буду в это вдаваться. Ты не ответил. На что я не ответил? Он говорит, что своими свиньями жить лучше, чем кто делает маулид и зикр. И غاسقي أجنتي وما يتيش قطشوا غاسق حياة بيلو يويس شون تسخا بوس يو بوس ما يتيش героям слава. Сильнее волка, храбрее волка шакал не будет никогда, Биноевский. Да, совершенно верно. Слава Украине, героям слава. Так, друзья. Джинхуа, ассаламу алейкум ассалам. Ну, ответь, что тебе ответить? Вы когда говорите, ответь, лучше повторили бы, если я пропустил. Вы могли бы ответить. Так, ставьте лайки, друзья, и распространяйте, пожалуйста, наши видео по социальным сетям. Как можно больше людей, пускай нас посмотрят. Крах Америки в руках Украины.
Крах Америки очень далеко. Я спешу вас расстроить. Крах Америки. Америка сейчас на подъеме. В ближайшие еще 100 лет можно не переживать за то, что там будет какой-то крах. Поверьте. Там все отлично. Но вы не представляете, какой потенциал у этой страны. Какой мощный. Вообще Америка, Соединенные Штаты Америки пытаются или уже им стали хозяинами морей и океанов. Это их основная вот такая стратегическая цель. Может, лет там через 10 они ее добьются, может, еще не добились до конца. Но равных в море, в океане американцам нет. Соответственно, они могут контролировать весь мир, если у них по всем океанам и морям будут авианосцы, с которых взлетают дроны там, и так далее. Поэтому все будет, как говорится, только развиваться и расти. Поэтому даже если Украина проиграет, даже если вся Европа проиграет, да, конечно, это будет колоссальный удар по репутации Америки и так далее, но при всем при этом Америка на подъеме. И ничего, о чем мечтают русские фашисты, там близко не произойдет. К большому счастью для нас. Так, посчитаем еще. Чино, ассаламу алейкум, аслам муду, алде алейкум, аслам дигду дал бухастам. Ому, чино. Муду тига. Ой, Америка. Крах Америка. Ты откуда, где живешь? Я из Чеченской республики Ичкерия. Анна, США надо скинуть кое-что. Ну, правильно, их скоро затопит. Затопит. Мечтайте. Кто знает, что делать сейчас Азербайджан? Он хочет сейчас забрать свою территорию. Я не знаю, если честно, я не следил за этим. Почему вы просите за кадыровцев? Пусть мамочки приедут и заберут их сами. Я разве за них прошу? Я не понял просто. Вы, наверное, меня с кем-то спутали. В Сирии шла война, убивали детей. Украина молчала. Разве нет, им плевать было? Гетто. Что сделал ты, скажи мне? Причем здесь Украина? Украина, что ли, бомбила? Ну, об этом должны были говорить русские, россиянцы. Об этом должны были говорить сирийцы в первую очередь. Ну и все, кто там принимал участие. Ну и кто хочет по всему миру. Обязаны в первую очередь об этом говорить русские. Почему тебя, я не знаю, Гетто? Кто тебе мешает открыто, как я, сесть и говорить за Сирию? Почему украинцы должны говорить? Они же не их братья-мусульмане, они же твои братья-мусульмане. Что ты сделал для тех женщин, которые попали в вот эти лагеря для пленных, находятся? Всех национальностей там с Кавказа. Что, хоть один шаг ты сделал для этого? Зачем вы упрекаете кого-то другого? Вы подумайте, что я сделал. На себя посмотрите. Каждый из нас должен что-то делать. У вас дома родственники, вам нельзя говорить, это опасно. Ну тогда извините тогда. Тогда ваши требования, они неуместны. Ваше место где-нибудь постоять в стороночке тихо. Понимаете? Или сам что-то делай. Сам делай открыто, неси потери, говори, распространяй информацию, привлекай, спасай, собирай деньги для них, едь туда в конце концов. Не воевать, а чтобы спасать. Причем здесь Украина вообще, не понимаю. Россия развалится через пару лет. Я очень надеюсь за Тухаш, что она развалится в этом году. В этом году. Но ты можешь быть прав. Это может остаться и на пару лет. Почему вам не хочется жить мирно? Зачем козни строить? Это вы мне говорите, почему не хотим жить? Это вы говорите миллионной республике, которую не видно на карте, которая напала на самую большую страну в мире с 90 или под 100 миллионов населением. Вы про это говорите? Я не могу понять. Странная у вас логика вообще. Или вы про украинцев говорите? Сейчас танки вроде не под Москвой стоят, да, украинские, а фашистские русские танки стоят под Киевом где-то там. И я не понял, козни. Козни это если бы ты сопротивляешься? Вы это имеете в виду? Нельзя сопротивляться преступнику, преступлению.
Было бы очень удобно вести себя, если как русские себя все вели бы, сдаются максимально, не сопротивляются ни своей власти, ни любой оккупационной власти. Было бы так хорошо, да, получается? Но извините, мы не русские. Да все пляшут под Америку. Америка очень грамотно выстраивает свою политику. И все хотят дружить с сильным и честным партнером, а не с фашистской Россией, которая договаривается, а потом мочит своих же. Вы же не умеете вести ничего по-честному. Аслана Масхадова вы вызвали на президента Чеченской Республики, вы вызвали на переговоры и убили. Вы всегда вызываете, вообще это самый подлый прием, вызывать переговорщика, а потом убивать его. Вы самые настоящие фашисты. Вас нужно расчеловечить. Вас нужно привлекать к ответственности. Фашистскую Россию, военные и политические силы России должны быть привлечены к уголовной ответственности. Я говорю, все молчали, мы мусульмане, мы не должны за христианами заступаться. Гетто, ты абсолютно безграмотный человек. Безграмотный человек. И сейчас с тобой вот эту тему снова и снова с вами поднимать, это очень, не нужно. Я сейчас хочу говорить об Украине, о ситуации в Украине. Где эти мусульмане были, когда убивали чеченцев? Ты пишешь про Сирию, а что ты не вспомнил про чеченцев? Где был весь мусульманский мир, когда нас убивали? Где эта умма полуторамиллиардная, которая даже недоверие, даже протестную ноту не отправила России? Где они? Где они, те, которые покупали оружие, продавали нефть, там, дружили и так далее? Где эти мусульмане? Я их не видел. Отдельные люди помогали из разных стран. И нам помогала в первую очередь Литва и Украина, когда начиналась первая русско-чеченская война. Об этом Шамиль Басаев говорил. Страны Балтии нам помогали и Украина. И ни одни из этих стран не мусульманские. Первая, которая заявила ноту протеста против войны, об этом Джохар Дудаев говорит, был Израиль, маленький Израиль, который окружен вот этим большим арабским миром. И Дудаев говорит турецкому журналисту, почему Турция не высказывает ноту протеста? Маленький Израиль высказал, а вы не высказываете. Мощная, одна из самых мощных армий в Европе, в НАТО, вторая после США. Давайте мы будем думать головой перед тем, как что-то писать. Или жевать жвачку, чтобы лишнее не говорить. Танки стоят там, где должны стоять. Да, они стоят. И я думаю, большая часть вашей вот этой армии прошлого останется там стоять. И слава украинским металлоприемщикам, которые будут сейчас очень много их принимать. Мы все люди, какая разница, какая вера, говорит. Абсолютно, абсолютно. Как ты нацист? Что за бред ты тут пишешь? Вы так идеализируете США, как будто мы в лесу живем и не знаем, что из себя США представляет. Ты живешь в лесу, если ты не понимаешь, о чем я. Когда Украина нас предала, ты не забыл? Когда нас Украина предала? Напомни мне, пожалуйста. Что-то я забыл этот факт. Конкретнее. Что тебе конкретнее сказать? Так, друзья, задавайте. США первая страна в мире, те, кто принимает людей со всего мира, любой нации и веры. Да? Справедливо говоришь. Дуже дякую. Никогда, вот отвечает Марат Муминов, никогда Украина нас не предавала. Никогда, потому что она не вела против нас боевых действий. Да, некоторые украинцы принимали участие как на нашей стороне, так и на вражеской стороне.
Это было. Сейчас то же самое. Некоторые граждане Украины целыми районами принимают участие против войны, против своей страны, своего народа. Ну, есть манкурты у всех, что поделаешь. А мусульмане, про которых ты говоришь, мусульманская умма, мы должны помогать мусульманам, мы всем должны помогать, кому мы можем помочь, вне зависимости от их религии. Главное, правы они или нет, вот вопрос. Украина на 100% права, 1000000% она права. На ее территории, признаны международным правом территории, она 25 лет просуществовала до того, как эти ублюдки к ним пришли. Хорошо, плохо, коррупция, не коррупция, это сугубо их личное дело. Это никого в этом мире не волнует. Только украинцы должны этим заниматься. Для чего туда Путин пошел? Не знаю. Вернее, я знаю конкретно от Крамера, где он живет. Что за Крамер? Единичный случай, не в счет. Я тоже мусульманка с Дагестана. Почему напали на Кизилюртовский роддом на детей и женщин мусульмане? Что за бред вообще? Мы в Кизилюрте не было роддома, на который напали бы чеченцы, там, и Радуев и Туршпалали Адгириев. Там был на вашей территории находился вражеский вертолетный полк, который с большим удовольствием был уничтожен чеченскими бойцами сопротивления. Потом они зашли в Первомайское и там заняли оборону. И это Первомайское русские стирали с лица земли. И все. Что за бред вы несете? Роддом. Роддом мы только что разбомбили в Мариуполе. Ваши ублюдки разбомбили в Мариуполе. Видели? Вот-то видео. Роддома вы бомбили в Чеченской Республике. Вот я вам заявляю, если вы не знаете. Роддома не были. На детей и женщин напали. Какие же вы бессовестные. Какие же вы бессовестные. Ни совести нету. Али-ля-е. Вот манкурты, потерявшие связь со своим Кавказом, со своей родиной. Мне вас искренне жаль, искренне жаль. И говорят, будет Кавказский союз, объединенный союз Кавказский, как Европейский союз. Я не хочу, чтобы вот такие люди жили с нами в одной стране, в одном союзе. Я не хочу, я вас видеть не хочу, слышать не хочу. Я хочу отгородиться от вас высоким забором, который Трамп обещал построить между Мексикой и Америкой. Ров большой выкопать и пустить туда крокодилов. И ток еще 1000 вольт. И каждые 50 метров по пулеметчику вышки поставить. Вот как я хочу от вас отгородиться. Вы несете зло только. Ложь, обман, зло, фальсификацию. Это ватники тут сходят с ума. Да, им очень не нравится, что я говорю. Слава Украине. Украина это сила. Я вот так буду читать, если что. Мы знаем, какие настроения в США. Американцы ненавидят демократов. Все ждут 24 года. Все ждут. На 24 году республиканцы выиграют. Отношение к России нисколько не изменится. Демократы выиграют. Ничего не изменится. Процесс глобального изменения мироустройства уже запущен. Его остановить невозможно. Ни атомной бомбой, ни Путиным, даже атомной бомбой невозможно остановить. Все атомные бомбы, которые находятся в шахтах России, они полностью известны и под контролем. Подводные лодки, которые выходят на дежурство с атомными лодками, с атомными бомбами, их сопровождают сразу несколько подводных лодок стран НАТО. Самолеты, которые поднимаются с этими бомбами. То же самое. И теперь представьте, те люди, которые должны запустить эту ракету на этой подводной лодке, он знает, как только он нажимает кнопку, он будет уничтожен.
Как в самолете, так и в подводной лодке. В шахтах, как только вылетит одна из бомб, эти все шахты будут накрыты. И от России останется один ядерный пепел, о котором они так грозились. Да, может Путин уничтожить 1 000 000 человек. Он даже может уничтожить 10 миллионов человек. Он может устроить глобальную катастрофу, что будет там потрясение для всего мира. Но не забывайте, что на Земле живет 6-7 миллиардов человек. И более миллиарда это страны Западного Союза. Как только Путин выпускает ракету и убивает 1 или 2 миллиона, или 10 миллионов западных людей, город стирает с лица земли какой-нибудь, не хочу дозывать даже эти города, смерть Путина будет неминуемой. В каком бы он бункере ни находился, туда 10 атомных ракет запустят. И кто пострадает, кто проиграет. Поэтому атомной бомбы Путин не применит. Никогда. Понимаете? Вот такая вот ситуация, друзья. Единственное, что может Путин, он может совершать из-под тишка химические атаки. Это тоже все ужасно. Гибель 10 миллионов человек это ужасно. 1 000 000 человек ужасно. Гибель одного человека это ужасно. Но соотношение, да, главная цель вообще всего, что происходит в России, это сохранение жизни Путина, оставить его у поста и сохранить. И на это нацелены все действия, которые есть, которые совершаются. Он может применить химическое оружие, он может ядерный взрыв устроить, какие-нибудь исламские террористы, какие-нибудь отъявленные милиционеры из Луганска, народной милиции Луганска или Донецка. Это могут быть, я не знаю, какая-нибудь Хизбалла, какая-нибудь там еще кто-то, да. Все, дураков найти, смертников найти, это они могут постараться найти. Но это, да, это принесет какой-то им успех, да, успех в их понимании, убийство там 1 000 000 человек, для них это будет там успех. Но это их не спасет от развития событий, не изменит ход этих событий. Понимаете? Знаете, как вы стоите на горе, идет снежная лавина на вас спускается. Вы ничего не можете сделать. Вот то же самое сейчас происходит. Изменение всего мирового устройства. Это исторический момент, в котором мы живем. Так как 45-е, 40-е года, вот это мировые войны, вот эта ситуация, мы в этой ситуации находимся. Так, если не все будет Ичкерия, то пропади, оно все пропадом. Будет, человек нам и душу. Все будет отлично, Ичкерия. Все будет отлично. Скоро не увидишь и плохо будешь слышать. Скоро не увидишь и плохо будешь слышать. Что ты имеешь в виду? Ты мне угрожаешь? Украина навсегда. Ну что? Слава Украине, Сергей. Героям слава. Я сама с Кизляра, это все я видел в 95-м. Были сомнения, теперь понятно. Лживый сайт, удачи вам. Это ты лживая просто. Лживая просто. Тебе место в клетке, правильно ты сказал. Откуда такая информация? Какая? Так, слава Украине, героям. Слава. Американцы делают из-под тишка. Это русский пишет, наверное. Так, Боже, храни Америку, говорит, ну что, абсолютно. Помнишь? Помню. Когда закончится война, хоть примерно? Я не знаю, ТикТок. Я не знаю, когда она закончится. Когда она закончится. Она может закончиться в этом году. Она может закончиться через 20 лет. Но я очень надеюсь, что в этом году это все завершится. Да, Мула. Здравствуйте. Ты кто по национальности? Я чеченец. Кепка Янки. Да, мне очень нравится эта кепка. Тоже, кстати, подарок от американских друзей.
от американского друга. Прислали из Америки. Очень мне нравится. Так, друзья, и мне нужно готовиться к следующему стриму. У меня на YouTube-канале Reality пройдет сейчас стрим. Совместный стрим, Zoom-стрим. Туда может любой желающий по ссылке зайти через Zoom, принять участие, поговорить, рассказать, что, как он видит и слышит. Так что вот такие вот дела. Мне из Америки доллары нравятся. Да, доллары хорошая вещь. Устойчивая. Всего самого хорошего, друзья. На этом я свой стрим закончу. На что, Гетта, не хочешь на это ответить? Что отвечать тебе? Я не знаю, что ты говоришь. На этом стрим заканчивается. Кто хочет задать вопросы, вы можете задать эти вопросы мне в YouTube. Всего самого хорошего. Удачи и вам тоже. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего, друзья. Пока. Ассаламу алейкум.